Этан ехал на одном и том же ночном автобусе на свою работу неполный рабочий день. Но в одну туманную ночь, когда автобус проезжал мимо стеклянного здания, Этан заметил нечто невозможное, у автобуса не было отражения, хотя у других автомобилей оно было. В панике он нажал на звонок, но водитель прошептал: «Когда ты войдешь, ты не вернешься к жизни, которую знал». Этан выпрыгнул, прежде чем двери закрылись. На следующее утро новости сообщили: автобус 47 исчез прошлой ночью. Все пассажиры все еще пропали без вести. На утро Этан чувствовал себя потерянным, его мысли были полны кошмаров о том, что произошло. Он не мог избавиться от чувства, что автобус и его пассажиры связаны с чем-то более зловещим. Стоя один в своей тускло освещенной спальне, он смотрел в туманную ночь за окном, его сердце колотилось от тревоги и желания разгадать эту загадку. Каждый взгляд на стеклянное здание вызывал у него ужасающие воспоминания о том, что он увидел. Этан провел целый день, исследуя загадку исчезнувшего автобуса на своем компьютере. Его стол был завален статьями о пропавших без вести людях, связанных со стеклянным зданием. В поисках ответов он решает обратиться к темным переулкам, ведущим от здания, где каждая тень навевала страх, а мерцающий уличный свет вызывал у него мурашки по коже.